Обновленная команда перед стартом нового сезона. Готовы ли игроки заменить ушедших лидеров? Об этом мы не только поговорим с главным тренером команды Салават Юлаев Виктором Козловым. Виктор Николаевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время посетить нашу студию. И сразу хочется задать вопрос с того момента. Помните ли вы момент, когда в раздевалке в Ярославле Ради Фаритович спросил, готовы ли вы дальше работать в команде? Вот в тот момент вы уже понимали, что да, вы останетесь, или были какие-то другие варианты? Да, добрый вечер. Очень приятно всегда к вам приходить в студию. Да, конечно, тот момент я помню, да, это было неожиданно, но в то же самое время и почетно, и в принципе варианты были, да, но мне не хотелось уходить из Уфы, да, потому что была проделана большая работа и как самой организации, так и тренерского штаба, и игроков. Поэтому решение остаться в Салават Юлаев принял сразу же, да, и как бы и не жалею, да. Это будет для нас новый вызов, как вы правильно сказали, да, будет обновленная команда, будет много новых игроков, будет интересно. А сыграл ли на руку тот фактор, что ваша супруга Наталья, она отсюда, она из Уфы, и, возможно, вы здесь уже вот обосновались в городе, в республике? Да, Наталья у меня из Уфы, у меня Натальины родственники все здесь живут. Ну и, в принципе, я сам в Уфе уже долго живу, и очень часто здесь бывал раньше, когда работал в Магнитогорске. И для меня Уфа это как бы стал моим вторым домом после Тольятти. Расскажите, как провели отпуск? Дело в том, что я помню, что в сезоне вы несколько раз рассказывали о том, что в сезоне тяжело найти время пообщаться с семьей, с детьми. У вас их много, вы многодетный папа. Да. За эти 2 месяца, эти 2 месяца, они в отпуске вообще пролетели или нет? Что вы успели? Расскажите, как вы его провели. Эти 1,5 месяца прошли очень быстро. Мы провели его в Америке, да, в Майами. И так как у меня, вы правильно сказали, двое парней, которым 11, уже 11, и которому сейчас будет 2, да, то есть мы были постоянно с ними, постоянно чем-то делали, занимались, куда-то ездили, встречались с друзьями, ходили на хоккей, смотрели тренировки, тренировались. То есть 1,5 месяца прошли очень быстро. Итак, все, началась работа, но в межсезонье сильно поменялся состав команды, и на открытой тренировке габаритами выделялся Прохор Корбит, например. А кого выделите вы за эти 2 недели, что уже работаете на льду и в зале с ребятами? Вы знаете, мы подбирали, да, в принципе, и знали ситуацию, в какой мы оказались, да, нам пришлось... Мы не смогли подписать лидеров наших, за исключением Хмелевского, да, потому что ситуация была такая. И я считаю, это хорошая ситуация для ребят показать себя. То есть это ситуация, где у них будет возможность, они получат свой второй шанс и могут, опять же, да, через второй шанс, через нас зайти в КХЛ. И я на это рассчитываю. В принципе, мы ребят взяли, которые подвижные, которые неуступчивые, которые обладают какими-то техническими качествами. Есть ребята, которые как бы могут реализовать моменты хорошо. То есть в стиле игры мы не будем менять, не хотелось бы менять стиль игры. Может быть, будет не так ярко и много голов, но мы над этим будем работать. Но я хочу сказать, что как бы вот именно характер и работа, да, и то, что мы команда, которая в первую очередь работает и не уступает, нежели мы команда техничная, которая играет только в атаку, да, такого не будет. Мы будем играть оба в 2 стороны, как в атаку, так и в оборону. А как быстро смогут ребята влиться и действительно заменить лидеров? По срокам, примерно. Лидеров тяжело заменить, да, там были качественные игроки, да, и то есть это были те игроки, которым нужен 1-2 момента, чтобы забить гол, да. У нас сейчас такие ребята, которые в основном там им надо чуть-чуть больше моментов создавать. Но будем акцент делать на то, что главное, что мы и создаем, но в то же самое время не даем сопернику создавать в наши ворота. А вот вы, как тренер, как психологически готовы к тому, что, возможно, команда будет где-то бороться за чуть другие места, нежели в прошлом сезоне? Ну, это время покажет. А для меня, как тренера, это и для моего тренерского штаба, это вызов. Это хороший вызов, да, где у нас будет материал, и мы из этого материала попытаемся слепить боеспособный коллектив. А команда стала слабее, как вы считаете? Команда стала другая, да, естественно, как бы, когда уходят лидеры, и те лидеры, которые, в принципе, в прошлом году били рекорды,
уже не будет у нас. У нас нет таких игроков, как вот эти ребята, которые ушли. Но у нас есть другие игроки, у которых есть тоже сильные качества. И то есть мы будем исходить из личных сильных качеств каждого игрока, да, и делать сочетания, делать систему игры, делать определенные нюансы, да, которые нам позволят выигрывать матчи. В какой форме ребята подошли к сезону? Хорошую ли они работу за лето провели? Вот даже у вас такой был тест очень непростой. Пусть это будет не тест Купера, но они там велосипед, да, гоняли, по-моему, еле живые Я потом им на передам фотках. это слово, гоняли, они действительно гоняли. Нет, но это тест, во-первых, это показывает, кто чем занимался летом. Во-вторых, зная по себе, когда был игроком, когда ты знаешь, какие тесты тебя ждут, ты хочешь, не хочешь, все равно делаешь что-то наподобие, чтобы выдержать эту нагрузку. Вот. Ребята пришли в хорошей форме, да, в основном ребята, которые уже с нами давно, и как бы я уже на протяжении стольких лет отслеживаешь, видно то, что ребята прогрессируют, да, они лучше выкручивают этот тест, и они спокойнее выкручивают этот тест. Вот, это вот радует. А новые ребята, да, для меня и молодые ребята, которые пришли сейчас к нам в команду, для меня было интересно посмотреть, насколько они будут биться и не сдаваться. Потому что когда последнюю минуту ты крутишь на максимуме, очень многие там все равно подсознательно сдаются, и бог с ним. А вот у нас было пару ребят, которые как бы вот последние 2 минуты было видно, там выжимали из себя все. И потом падали, и как бы для меня это показатель характера. Так что этот тест говорить не буду, чтобы другие не взяли на вооружение, но интересно. Да, новички его отметили, сказали, что это было непросто. Поговорим о молодых воспитанниках, возможно, даже по персоналиям, есть ли в Талпаре и Таросе ребята, которым вы дадите шанс проявить себя в Салавате? Дадим мы, я скажу так, у них есть шанс, они с нами тренируются, все равно нам нужно 2 лимитчика, вот, но в нашей ситуации эти лимитчики должны быть уже частью команды, да, то есть у определенных ребят есть хорошие задатки в атаке, и они обладают определенными физическими способностями. Вот. И хотелось бы, чтобы это, как говорится, чтобы побыстрее они повзрослели, да, и стали единой, важной частью команды. Фамилии говорить не буду, хвалить молодых тоже не буду. А уже та атмосфера, которая сейчас сложилась в раздевалке, вы же все равно видите на льду в раздевалке, все равно они уже так знакомятся, вливаются. Вот вас устраивает, все ли хорошо? Да, устраивает, поэтому Григорий Панин, Петр Хохряков, я очень сильно просил их подписать, и спасибо большое там Ринату Рашитовичу, да, что он согласился на эти подписания, потому что я считаю, что это очень важно. Какие ветераны у тебя в команде, да, какие ценности они преподносят ребятам и как они корректируют коллектив, если он начинает как-то неправильно себя вести. То есть это те ребята, на которых я могу положиться. 5 матчей в предсезонке, да, понятно, что предсезонка такая первый раз, с 1 августа она началась. Насколько этого хватит? Правильно ли удалось расставить приоритеты и силы? Я считаю, что это правильное решение КХЛ. Это уже они 2-й год делают. Мы с 1 августа начинаем тренироваться. Это, во-первых, заставляет хоккеистов становиться профессионалами. Они уже сами готовятся. Потому что за месяц физически уже ты не сможешь ничего сделать с командой. Ты можешь только наработать тактические, там, технические моменты и все. И опять же, в каком состоянии пришли ребята, я считаю, что они достойно провели лето. Игры с автомобилистом, которые идут со зрителями, то есть вот зритель уже придет. В этот момент что в таких играх выходит на первый план? Это все-таки голы и победы, что, наверное, так хочет увидеть болельщик, или здесь идет вот это вот тренерское, скорее всего, посмотреть и звенья, и сочетания, где-то в ущерб результату. Вот как сделать и выдержать эту золотую середину? Это предсезонный турнир, вы знаете, да, и очень важно посмотреть, посмотреть всех хоккеистов на разных позициях. И то, что придут болельщики, да, полная арена, я считаю, что это супер, потому что это опять будет эмоции, это опять будет давление как на нас, так и на соперника. Тоже посмотреть молодых ребят, посмотреть новых ребят, как они чувствуют себя в этой атмосфере, это тоже интересный показатель и показательно. А то, что касается результата, да, хотелось бы выиграть, да, но
во-первых, сейчас предсезонка, и я должен посмотреть всех. И я должен дать шанс тем, кто как вот действительно сейчас вот хорошо отработал, да, и они должны получить его, чтобы как было бы все по-честному. А вообще продолжается ли работа по подбору игроков на рынке легионеров? Вы его изучаете? Нет, такой работы не ведется, потому что наша ситуация, скорее всего, мы вот сезон пойдем вот теми, кто сейчас знает, или если все будут здоровы. А вот, кстати, по составу тренерского штаба, я помню, были разговоры, возможно, после сезона, что, может быть, немного что-то изменится, кого-то добавить, ведут каких-то специалистов. Но вот, насколько я понимаю, этого не было сделано, чтобы усилиться. А вам бы этого хотелось? Вы знаете, интересный вопрос, но так как мы работаем, мы справляемся, да, со всеми обязанностями. Сейчас единственное, что я как бы вот подменялась немножечко работа Потапова, да, Владимира. Он сейчас будет у меня отвечать за меньшинство. Николай Цулыгин, он больше будет работать с защитниками, так как у нас ситуация, сейчас у нас очень много молодых. И то есть я принял решение, что пускай он будет проводить больше времени с защитниками, а Потапов будет работать с меньшинством. То есть как бы вот это вот единственная перестановка у нас, а все остальное остается все прежним. Немного по персоналиям. Визовой спрогрессировал за последний сезон. Будет ли он бороться за место номер 1? Вот что вы об этом думаете? Это неправильно говорить перед сезоном, после неплохого сезона молодого игрока, будет ли он бороться. Это все в его руках. Если как бы он действительно будет так достойно выступать, то он будет больше играть. Но сейчас ситуация такая, что Александр Самонов первый, визовой ему помогает. Как идет восстановление Набиева и особенно Кузьмина? Увидим ли мы на льду Глеба? Вы знаете, да, и Набиев, Артем и Кузя, да, они будут играть уже 18-го. То есть я их не торопил, они сначала тренировались в желтых майках. Желтые майки, это чтобы ребята их не трогали, там, не били, так как давали скидку, как говорится. И потом они сами переодели цвета своей пятерки, то есть что это обозначает, что они уже готовы к более силовой борьбе. И сейчас у нас было 2 двухсторонних игры, они отыграли полностью. И вот 18-го первую игру с Автомобилистом они оба играют. И вот хочется завершить наше интервью, наверное, даже все подытожить. Каким будет новый Салават Юлаев? Каким будет? Я бы хотел, чтобы он был той командой, против которой никто не хочет играть. Потому что трудно будет против нас играть. Я бы хотел, чтобы мы были такими. Мы вам тоже этого искренне желаем. Спасибо большое, что нашли время, пришли в студию. И желаю вам успехов и в матчах на предсезонке, и, конечно же, в новом сезоне. Ну а это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами. До встречи.